Жильцы девятиэтажного дома номер 41 по улице Аргун в новом районе столицы вынуждены подниматься пешком даже на самые верхние этажи. Лифт здесь не работает уже более месяца, и причина вовсе не в обычной поломке. Мы сначала не поняли, у нас очень часто ломался лифт. Ну, как всегда вызывали Абхаз-лифт, всегда они своевременно выполняли. Всегда они своевременно чинили, все получалось. А в этот раз мы вызвали, они сказали, что у нас сняты катушки с лифта. И снято не только с нашего дома, а снято более 20 домов. С исчезновением некоторых деталей на лифтах у жильцов 30 многоквартирных домов нового района появилось множество проблем, особенно у тех, кому тяжело передвигаться самостоятельно. Надежда Хопкина со дня поломки лифта не выходит из собственной квартиры. Говорит, после инсульта физически не может преодолеть такое количество ступенек. Чтобы подышать свежим воздухом, довольствуется тем, что открывает окна или же выходит на балкон. Больше месяца не работает. Говорят, что там украли. А мы после инсульта ходить не можем. После тяжелого рабочего дня приходится заниматься еще и физкультурой, отшучиваются жители одного из домов. А для пожилых людей, жильцов с маленькими детьми, это не очень приятное испытание. Нам сказали, что сняли запчасть, и потом как-то быстро даже нам сделали, на удивление. Ну, у вас дети, я вижу, не было трудностей вот спускаться, подниматься? Ну да, особенно у кого коляски, там выше маленький ребенок, им с коляской они постоянно поднимали, спускали. А у нас мы сейчас без коляски, но все равно, конечно, сложно очень. До этого случая практически все эти лифты работали исправно. Если даже и случалась поломка, специалисты приезжали и устраняли проблему по первому вызову. Теперь задача намного усложнилась. Найти недостающую деталь очень непросто, так как этим лифтам уже более 60 лет, а новый установить во всех домах пока не представляется возможным. 30 катушек – это 30 подъездов. Численность не маленькая, людей много, подниматься тяжело людям. Самой катушки в наличии у нас нету, приходится ее покупать из России, то есть, или ждать здесь. Так как сейчас идет инвест-программа, мы меняем лифты, там, со старых лифтов, которые у нас остаются, мы используем туда, но эта проблема не сразу решается. Это первый случай за долгое время после войны, когда медные катушки снимали с лифтов. Управление внутренних дел города Сухум возбудило уголовное дело по факту кражи. В результате разыскных мероприятий были задержаны 2 молодых людей. Ведется следствие. Следственным подразделением возбуждено уголовное дело в отношении 2 несовершеннолетних жителей города Сухум 2000 и 2002 года рождения по части 3 статьи 155 Уголовного кодекса, а именно кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище либо в крупном размере. Подростки задержаны сотрудниками первого отдела милиции столичного управления внутренних дел в ходе оперативно-профилактических мероприятий по улице Киараз напротив дома номер 11 при разборе двигателей лифтового оборудования. Уже более 20 лифтов, с которых были сняты детали, отремонтированы. Впереди еще несколько домов. Во многих случаях жильцы самостоятельно находят медные катушки и даже помогают специалистам в их установке. Но проблема будет существовать до тех пор, пока к людям не придет осознание того, что, пытаясь заработать на медных катушках, они создают серьезные проблемы не только управлению Абхаз-лифта, но и жильцам. Зария Смыра, Стамур Гожма, Абхазское телевидение.